Итак, мы говорим сегодня о вере. Я буду говорить сегодня о некоторых аспектах, связанных с верой. Первое, самое главное, наверное, у каждого из нас, скажи со мной, у каждого, у меня. Скажи, у меня. У меня есть мера веры. Первое, с чего мы начинаем. У меня есть мера веры. У нас есть слайды, пожалуйста. Римлянам 12:3. По данной мне благодати, я говорю каждому из вас, по данной мне благодати, бишкекчане, которые следуют сегодня за Иисусом Христом. Для каждого из вас апостол Павел говорит, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому. Он говорит, что каждому, кто приходит к Нему, Он уже дал меру веры. У тебя уже есть вера. Я так часто слышу в церквях и встречаюсь с такими людьми, которые говорят, у меня нет веры. Это неправда. Если ты принял Христа, если ты принял Его истину, Его Слово, значит, у тебя уже была какая-то мера веры, которой ты откликнулся на Его призыв. То есть, если сегодня ты называешь себя последователем Иисуса Христа, значит, внутри тебя уже живет какая-то мера веры. Можешь на это аминь сказать? У кого-то маленькая мера, у кого-то чуть побольше, у кого-то совсем огромная. Мы как раз об этом поговорим. Итак, когда мы читаем то, что Слово Божие говорит о вере, вообще весь Новый Завет, наверное, пропитан этими словами во всех посланиях. Особенное послание, это послание Евреям, 11 глава. Я там насчитал 28 слов, связанных с верой. Вера, веровать, верующий. 28 раз повторяется это слово в 40 стихах. Это 11 глава послания Евреям. Но на самом деле, даже если бы не было этой главы, есть Новый Завет и есть истории того, как Иисус встречался с людьми. И иногда Он оценивал их веру. Давайте допустим, что сегодня Иисус смотрит на нас, и когда мы приходим к Нему, Он точно так же оценивает нашу веру. И здравость наша в том, что мы можем адекватно оценить, какого уровня вера живет внутри меня. И что мне нужно делать, чтобы эта вера выросла. Согласитесь, адекватным человеком быть хорошо. Потому что смотришь на некоторых людей, ты понимаешь, он неадекватен, он прячется за какими-то личинами, какой-то духовности, но он неадекватен, потому что он сам себя оценить не способен. Да, честно говоря, мы не способны оценить себя, если у нас нет эталона, по которому мы оцениваем себя, Слова Божьего. Если мы не знаем, что говорит Слово об одном, другом или третьем. Давайте посмотрим, какие люди встречались с Иисусом и оценим себя, что есть у нас. Первая категория людей – это люди с малой верой. Иисус ответил, вот здесь Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Маловеры, что вы испугались? Когда это произошло? Он апостолам это сказал. Когда это произошло? Когда они в лодке были. Давайте будем думать, когда это произошло? В лодке шторм. Во время шторма, когда Иисус сладенько спал. В это время море разбушевалось, причем там не море даже, там озеро, которое в несколько раз меньше нашего Иссыкуля. Ну, в смысле? Иссыкуль просто большой, конечно. Ну, то есть это такая небольшая лужа. Ага, ладно, я не буду, хорошо. Просто эта история описывается еще, когда Иисус, помните, ходил по воде, Он с одного края на другой эту лужу перешел. Нет. Да, потому что люди, они увидели, что ученики на другой стороне, но они помнили, что Иисус не входил в лодку, но они встретили Его на другой стороне этого озера. Небольшое озеро, я не представляю, что там за шторм был. И вот ребята после очередного собрания, наполненные духом, помазанием, у них цель, у них видение, они понимают, что они будут мир захватывать для Христа. И тут вдруг они сталкиваются с вещами, которые, все пошло не так. Друзья, когда все пошло не так, это еще ничего страшного, потому что у нас есть Иисус. И Он обращается к ним и говорит их: маловеры, что вы испугались? Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. Итак, есть малая вера. Это люди, которые сейчас вроде бы на коне, завтра они с этого коня упали и сидят в страхах.
Это люди, которые вот у них такие духовные качели. Сейчас вверх, завтра вниз. Сейчас радуюсь, руки к небесам тяну. Завтра что-то пошло не так. Завтра что-то не случилось, не произошло. Все, руки опустил. Никуда я не пойду, никого видеть не хочу. Идите вы все от меня. С одной стороны, малая вера – это такая, неплохая вещь. Я дальше покажу вам, что это, в принципе, вещь неплохая, потому что она у апостолов была. Да, отправный пункт. То есть это такая вера, которую не надо стесняться. Это что-то малое, может быть, сегодня получилось, завтра не получилось, но это то, что должно нас побуждать к тому, чтобы двигаться в вере, двигаться, расти. Чтобы от малой переходить дальше. Давайте еще одно местописание про маловеров. Петр, история Петра. По воде. По воде ходил, Матфея 14:31. Когда он пошел по воде, Библия говорит, он испугался. И внутри он засмущался, что он делает совершенно невероятные вещи. И Библия говорит, он стал тонуть. Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. Маловерный, сказал он. Друзья, ничего страшного, если у нас маленькая вера. Но страшно, когда мы остаемся в этой малой вере из года в год и ничего не делаем, чтобы наша вера росла. Потому что есть определенные ограничения для людей, у которых малая вера. Есть определенные вещи, которые им недоступны. Еще одно место Писания. Это Евангелие от Матфея, 17 глава. История, как ученики пытались выгнать бесов, но не смогли. И там вот 17 глава с 14 стиха, если мы читаем, давай следующий слайд. 14, 15, 16, 17 стих. И вот история. Они не смогли, ученики, помочь человеку, у которого проблема с ребенком. И человек жалуется Иисусу, он говорит, я привел его к твоим ученикам, но они не могли исцелить его. Иисус в ответ сказал, неверующее и испорченное поколение. Это он этому мужчине отвечает. Это он всем. Дальше он говорит, сколько мне еще быть с вами, сколько мне еще терпеть вас, приведите мальчика ко мне. Иисус приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. Ответ у Иисуса всегда есть на любую ситуацию. Даже когда люди какие-то не смогли помочь, у Иисуса есть ответ. И знаете, вот здесь интересно. Потом, оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили, а почему мы не смогли знать Его? Почему мы не смогли знать Его? Ответ какой там был? Напомните мне, пожалуйста. Сей род. Это специальная часть демонов, которая... Специальная часть демонов? Для постов выдуманная, да? Слава Богу, мы постимся, видать, мы с этими демонами должны сразиться. Давай 20 стих, там ответ. Иисус ответил, потому что у вас мало веры. Представьте себе, Он говорит, ребят, вы ограничены в своих каких-то чудесах, действиях, каких-то вещах, которые у вас есть, малой верой. То есть сначала Он говорит, у тебя малая вера, у тебя малая вера. Он не осуждает их за это. И может быть Иисус тебе сегодня говорит, слушай, братан, у тебя малая вера. То ты на коне, то ты под конем, то ты коня потерял, он убежал, то ты ничего не хочешь, то ты опять вдруг загорелся, вдруг там с тобой кто-то поговорил, опять у тебя глаза горят, ты там для Христа горы переворачиваешь. Иисус говорит, это малая вера. Нужна какая-то другая вера. И Он говорит, потому что у вас мало веры, поэтому вы ограничены. Говорю вам истину, если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать, передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного. Итак, малая вера, с одной стороны, это неплохо, с другой стороны, чтобы для нас не было ничего невозможного, как для верующих в Иисуса, нам надо отходить от малой веры, двигаться куда-то дальше, У каждого из нас, когда мы приходим, вера малая. Есть какие-то вещи, которые для нас кажутся чем-то таким невероятным, это никогда, как мы думаем, никогда не изменится, никогда не произойдет. Есть вещи даже с нашим характером связаны. Мы смотрим на себя и думаем, да нет, такого балбеса, как я, разве кто-то может изменить? У нас настолько малая вера, мы верим в какие-то малые вещи, которые Бог может чудесным образом совершить в нашей жизни. К примеру, многие из нас, мы внутри смирились с нашими болезнями, мы внутри смирились с тем, что дальше только больше.
сейчас мне 47, потом 57, потом 67, сейчас одна болезнь, потом две, потом три. Мы как будто бы внутри своего сердца, мы с этой малой верой живем, и вокруг нас есть какие-то вещи, которые дьявол приносит и говорит, вот это нормально, вот это должно произойти, это тоже должно произойти. И твоя малая вера как будто бы не может это победить. Что нужно делать? Нужно расти в другую веру. Двигаться надо. Скажи соседу, двигайся в вере. От веры в веру. Друзья, вера просто так не рухнет на нас. В вере надо двигаться. В вере надо расти. Веру надо практиковать. Вера — это такая вещь, в которой надо бдить и себя оценивать. Верю ли я сегодня? Поступаю ли я по вере? Живу ли я по вере? А вера ли двигает мной? А на самом деле сегодня я из малой веры шаг за шагом двигаюсь к другой вере. Какая у нас там другая вера? Действенная. Ну, я бы сказал, не то что действенная, это вера исцеляющая или вера производящая. Вера, которая что-то меняет вокруг нас. Действует. Действующая вера. Ну, давай лучше действующая назовем. Это действующая вера. Это второй уровень. Сначала ты на малой вере, дальше ты растешь, ты приходишь к этой действенной вере. И Лука 17 глава 19 стих. История, когда Иисус сказал самарянину, который был прокажен когда-то: «Встань и иди, твоя вера спасла тебя». Это человек, который просто начал поступать совершенно за пределами своего разума. Иисус сказал: идите, покажите священникам. Когда они пошли на дороге, они исцелились. Этот человек вернулся благодарить Бога. Он делал все не как другие люди. Иисус назвал это верой, которая исцеляет, или вера, которая производит действие в жизни человека. Когда ты хочешь быть верующим, это значит не опираться на свой прагматический ум. Это значит не опираться на то, что способен ты своими силами достичь. Это значит не опираться на то, что могут только твои руки. Это значит говорить: Бог, ты можешь, и я с этим соглашаюсь, и я буду в этом двигаться. Еще одно место Писания. 18:42 Евангелие от Луки. Это история человека, который был слеп. Он говорит: прозри, твоя вера исцелила тебя. А кто мне может напомнить, что там произошло? Что там произошло? Его отталкивали, что только не делали. Чего только не делали. Все шло не так. Все шло не так. Он цеплялся за Христа. Ему говорили: заткнись. Он цеплялся за Христа. Ему говорили: ничего не произойдет. Иисус уже мимо прошел. Он все равно цеплялся за Христа. Вопил, орал. Это был человек удивительной веры. И Иисус был удивлен. Он говорит: прозри, твоя вера исцелила тебя. Этот человек остаток жизни прожил, видя свет. Евангелие от Луки 5 глава 20 стих. История ребят, которые крышу разобрали. История ребят. Знаете, что такое действующая вера или действенная вера? Это вера, которая готова преодолевать преграды. Когда мы говорим про малую веру, это вера, которая не готова сталкиваться с трудностями. И как только трудности пришли, эта малая вера начинает внутри тебя плакать, пищать и превращаться, как у Петра, превращаться в такой ропот или в такое состояние, когда мы начинаем вопить и говорить: Иисус, почему ты меня оставил и покинул? Я думал, ты до конца со мной пойдешь по воде, а ты где-то далеко не подал мне руку. Как часто вот эта действенная вера, сталкиваясь с трудностями, с переживаниями, с чем-то невероятным, там, сложным в жизни, она не сдается, она разбирает крышу. И Иисус говорит: ребят, вижу вашу веру, исцеляешься, иди, будь свободен. Это другой уровень. Если вдруг тебя какие-то жизненные трудности или какие-то жизненные переживания, какие-то жизненные ситуации, они обломили тебя внутри. Внутри тебя как будто некоторые люди говорят: у меня разочарование пришло. Я переживаю такое состояние, будто бы Бога нет, будто бы ничего не меняется в жизни, все становится только хуже. Остановись. Может быть, и самое хорошее время сегодня посмотреть на то, что тебе вырасти надо из малой веры. Стать человеком, который разбирает крышу. Стать человеком, который не отступен. Стать человеком, который продолжает орать, когда все говорят: Иисус уже ушел, твой поезд ушел, твои возможности закончились. Это те люди, которые неотступны. Это те люди, которые держатся. Это те люди, которые, вцепившись в Христа, они говорят: нет, я буду идти до конца. Следующий уровень веры, про который мы говорим, это великая вера. Женщина с великой верой.
Матфея 15 глава, 28 стих. Что это за женщина была? Напомните мне, пожалуйста. Была самарянка. По контексту, да, С там ребенком написано, она была и псами. самарянка. С ребенком и псами. С ребенком, ну, с дочерью, да, дочь была. И И псы. вы помните эту историю? Пришла эта женщина, она не израильского рода. Она пришла к Иисусу и говорит, у меня дочь сильно болеет, исцели ее. Иисус что говорит ей? Ой, ты молодец, красотка, ты пришла к правильному человеку, сейчас мы с тобой сделаем Он ее чудо. игнорировал. Он ее не Сначала. просто игнорировал, он Сначала. ей сказал, извини, сарямба, Нет. я пришел только для потерянных овец Израиля. Сарямба. Говорит, не Он говорит, подходит под нет. категорию. Не получишь. Сколько у нас в жизни ситуаций, когда все обстоятельства говорят нет, отворот-поворот. Сколько у нас ситуаций, когда мы ломимся, как нам кажется, в закрытые двери, а перед этими закрытыми дверями еще решетки железные ставят, и еще оттуда пики начинают торчать. Мы даже к этим дверям подобраться не можем. Есть куча обстоятельств жизненных, ситуаций жизненных, когда кажется, что все идет не так, и даже Бог тебе помочь не хочет. Были у вас когда-нибудь такие ситуации? Эта женщина, она сказала, я понимаю, Иисус, ты пришел для этих драгоценных овец, которые у тебя есть в Израиле. Но мы же вот язычники, как собачки под столом, мы готовы крохами питаться. Иисуса это удивило. Ты можешь удивить Иисуса? Ребят, мы можем удивить Иисуса. Аллилуйя. Мы можем удивить Иисуса какими-то поступками веры, какими-то делами веры. Мы не удивим Иисуса, если мы расскажем ему, как нам трудно живется сегодня. Вообще не удивим. Мы не удивим Иисуса о том, что у нас чего-то не хватает. Вообще это не удивляет его. Он говорит, будете в мире иметь скорби, это нормально. Но это удивляет его, когда мы делаем какой-то невероятный шаг в сторону Божьих чудес, в сторону Божьих невероятных свершений. Иисус удивился, и он говорит, великая вера у тебя, сестра. Пусть будет так, как ты хочешь. И в тот же час ее дочь исцелилась. Некоторые люди говорят, ну я не знаю, что нужно сделать, чтобы Бог начал действовать в моей жизни. Удиви Бога. Сделай какие-то вещи, которые, может быть, выходят за рамки твоего разума. Знаешь, вот многие люди знают, что ты там никогда в жизни, ты пришел 12 лет назад в церковь и никогда в жизни не постился. Удиви Иисуса, возьми пост трехдневный. Удиви Иисуса, начни каждое утро молиться. Удиви Иисуса, начни каждое утро изучать Писание, искать какие-то обетования, стоять на этих обетованиях. Есть куча вещей. Например, удиви Иисуса какими-то своими приношениями, пожертвованиями. Удиви Иисуса какими-то своими... Знаете, вот мы иногда сидим дома, смотрим телек, и нам Дух Святой внутри побуждает. Внутри нашего сердца мы получаем какое-то слово, кому-то пойти, что-то сделать. Да, когда-то мы это делали. Но прошло уже 10-12 лет, когда мы это угасили внутри своего сердца. Удиви Иисуса снова. Встань, выключи телек, скажи, я пошел служить этим людям, которые нуждаются сегодня во мне. Пошел молиться за больных, пошел выгонять бесов, пошел проповедовать Евангелие своим неверующим друзьям. Удиви Иисуса своими поступками. И 4-й уровень веры. Хотелось бы там оказаться. О, это как раз удивительная вера. Это то, что если та вера, какая у нас была? Великая, то вот это удивительное. Потому что человек, который пришел к Иисусу в этой главе, Евангелие от Матфея, 8 глава, он себя невероятно вел по отношению к Иисусу, чем все те приходящие люди до него. Он пришел и говорит, у меня слуга страдает. Иисус говорит, ну ладно, пойдем. Он говорит, не-не-не, не надо никуда ходить. И он говорит Иисусу принципы духовного мира. Он говорит Иисусу о том, как действует вера, о том, как вера через слова начинает что-то менять, о том, как вера через слова что-то начинает созидать. Иисус, я думаю, смотрел на него и думал, ё-моё, кто с неба, я или он? Такое впечатление, что это мастер спорта по вере. Есть мастер спорта по карате, есть мастер спорта по шахматам. Это мастер, это специалист, это профессор веры. Это удивило Иисуса. И он, знаете, вот там написано, давай дальше, 10 стих. Иисус, услышав это, то, как он говорил какие-то слова, он удивился и сказал,
тем, кто шел за ним. Говорю вам истину, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры. Друзья, можно оценить. Вот четыре уровня. Такая градация. Первый уровень это качели. Верю, не верю, верю, не верю. Сегодня верю, халлелуя. Завтра что-то пошло не так, не верю. Второй уровень. Это когда ты делаешь какие-то вещи, которые тебе Дух Божий говорит. Третий уровень, это когда вера твоя велика, и ты через свои возможности, через свои какие-то человеческие способности перешагиваешь. Последний уровень веры, это уровень, когда это даже Христа удивляет. Это удивляет. Он был удивлен, он говорит, ребят, хочу выделить этого парня, это мастер спорта по вере, международного класса. Это то, что к чему нас двигает Иисус. Он говорит, классно быть маловером до поры до времени. Классно, когда у тебя есть какая-то маленькая вера, и ты начал по вере поступать, разбирать какие-то, я не знаю, там, крыши эти, чтобы достичь Иисуса. Классно, когда у тебя есть какая-то вера, в которую ты начал двигаться, но он говорит, дальше, давайте расти. Ребят, хочу, чтобы церковь поклонения была церковью людей, наполненных верой, которые хотят расти в вере, которые хотят делать шаги для того, чтобы вера моя росла. Вопрос сразу к вам, вы хотите быть такими людьми? У кого вера постоянно, на постоянной основе растет? Хотите быть такими людьми? Тогда вам второй ответ, что нужно делать для того, чтобы вера росла. Есть версии? Что нужно делать, чтобы моя вера росла от одной к другой? Делай, практикуй, делай страшное. Слушать с верой сердца. Аллилуйя. Ну давайте, у нас есть несколько позиций, которые мы проговорим сегодня. Вера, во-первых, она от слышания. Если ты не слышишь Слово Божие, Слово веры, у тебя нет шанса расти в вере. Если ты сегодня питаешься какой-то информацией из новостей, из газет, из каких-то сайтов, где ты читаешь о том, что происходит в этом мире, я тебе могу сказать, у тебя есть шанс стать неверующим человеком. Потому что все, что нас окружает, это то, что разрушает внутри нас веру. Я никогда не забуду, когда у нас была бабушка жива, она очень любила криминальные и всякие детективные истории смотреть, фильмы, истории, какие-то, вот просто этот человек, любитель детектива, читала детективы, да, если я не ошибаюсь. И знаете, этот человек чем был наполнен в конечном итоге? Когда мы вечером приходили, она начинала говорить, вы где-то долго шлялись. Мы говорим, а что, бабуля, на улице непонятно, какие люди ходят. Я говорю, ты их видела, что ли? Нет, я знаю, я читала, я смотрела. Этот человек наполнял себя определенной информацией из определенных источников. Если мы хотим расти в вере, наш источник, откуда мы наполняемся верой, скажи со мной Слово Божие. Везде, где Слово провозглашается, где Слово проповедуется, где это Слово тебя вдохновляет, двигает на какие-то свершения, будь там. Я не понимаю людей в воскресенье, которые сидят за телеками своими, кушают свой плов или там, не знаю, попкорн, смотрят сериалы какие-то и наслаждаются жизнью. Сорямба, может быть, ты остановился в вере. Может быть, ты забыл о том, что наше призвание сегодня расти в вере. Поэтому мы сегодня в воскресенье здесь. Поэтому я ору сегодня и говорю, будь тем человеком, который сегодня слышит Слово Божие, потому что от услышанного слова, о словах о Христе, вера приходит в твою жизнь. Не из Инстаграма. Нет, конечно, если ты подписан на классных ребят в Инстаграме, и оттуда можно качать веру. Качай веру через Слово Божие ежедневно. Озаботься тем, чтобы твое сердце было сердцем, которое как губка каждый день впитывает слова Божьи, обещания Божьи. Слова, которые Бог сказал про мое здоровье, слова, которые Бог сказал про мою семейную жизнь, про мою жену, про моих детей. Просто впитывай это день изо дня, даже если тебя окружает что-то другое. Даже если все вокруг в физическом мире идет не так, твоя вера будет расти, когда ты не смотришь на этот физический мир, не говоришь, о да, я прям чувствую, 47 лет стукнуло так, как подых дали. Одна болезнь сменилась другой. Хорош. На некоторых ребят смотришь, думаешь, да что ж ты за нытик-то такой? Уже вроде бы 50 лет, а все, чему научился, это просто ныть. О том, все не так, все не туда, все не... Да, конечно. Без Христа все не так и все не туда. Со Христом все туда, все так,
Шаг за шагом. От малого к малому. Step by step. Даня. Третий есть у нас аспект. Итак, мы говорим о том, что вера есть у всех, она разная. Второе, вера, она растет через слышание, бесконечное, постоянное слышание Слова Божьего. Третье, вера, она говорит. Вера – это то, что в твоих устах. Вера – это то, что еще никто не видит, а уста уже говорят. Римлянам 10:10. Вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. И там еще есть некоторые места Писания. Давай их сразу посмотрим. 2 Коринфянам 4:13. Поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано, я верил, поэтому я и говорил. Вау! Есть вещи, которые я не вижу, но я в них верю. Я эти вещи не могу потрогать руками, но я эти вещи каждый день говорю. Я эти вещи говорю на своих детей. Я этого еще не вижу в их жизни. Я эти вещи говорю на свое здоровье каждый день. Я могу сказать, многие вещи, которые ты говорил вчера, многие вещи, которые ты провозглашал и исповедовал своими устами вчера, сегодня они с тобой случились. Кто-то говорил неверие, кто-то говорил веру. Кто-то говорил, ой, чем старше, тем более слепошарой становлюсь. Да. А кто-то говорит, аллилуйя, чем дальше, тем больше славы Божией. Чем дальше, тем больше я буду видеть Бога. Друзья, важно, что говорят наши уста. Вера, она говорит слова веры. Скажи своему соседу, вера говорит слова веры. Просто это запомнить. Говори слова веры на свое будущее, говори слова веры на свою семью, говори слова веры на своих детей. Даже если, еще раз говорю, если даже все пошло не туда и пошло не так. У нас еще одно местописание есть об этом. Евреям 10:23. Павел говорит, будем непоколебимо держаться исповедания веры. Непоколебимо, это значит, когда никто не может в тебе это разрушить. Обстоятельства против, но у тебя непоколебимое исповедание. Жена против, но у тебя непоколебимое исповедание, и ты продолжаешь стоять в вещах, которые ты исповедуешь своими устами. Друзья, посмотрите, вот у нас следующая неделя начнется. Что говорят твои уста? На деньги на твои. Ой, я не могу себе это позволить, у меня никогда денег столько не было и не будет. Ой, это никогда не придет в мою жизнь, это никогда не случится. Сколько мы говорим на наше финансовое состояние, сколько мы говорим на наших детей, сколько мы говорим на свое здоровье. Сколько мы, знаете, вот просто провозглашаем на то, что, ну да, вот, даже неохота говорить эти мерзкие слова, не надо, потому что надо говорить слова Божьих обетований. Найди все, что Библия говорит, а Библия очень много положительного говорит о твоей семье. Библия очень много правильного, положительного говорит о твоем здоровье. Библия очень много говорит о твоих деньгах, о процветании. Найди все это и начни говорить так же, как говорят слова Божьи. Аминь? Аминь. Еще там у нас одно местописание есть. Один аспект. Сначала вера, а потом чувство. Сначала вера, а потом чувство. Друзья, мы ходим верой, а не видением. Если Иисус говорил, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Сначала веруем, а потом видим. Не будьте людьми, которые сегодня говорят, я пока не чувствую, я пока не ощущаю, я пока не переживаю. Даже если я не ощущаю, даже если я не замечаю, даже если все чувства орут против, Бог продолжает делать свою работу. Бог продолжает созидать, строить вещи, за которые я сегодня держусь и которые я ожидаю. Итак, вера. Мы говорим о 4 аспектах веры. Вера имеет разный уровень. И у каждого из нас есть вера. И это обязательно. У каждого из нас. Скажи вместе со мной, у меня есть вера. Все, что мне нужно делать, только в этом расти. Второе. Рост веры происходит через постоянное слышание Слова Божьего. Я сегодня закладываю основания, основы. Третье. Что мы говорим? Верю и говорю. Говорю слова из Писания, говорю слова из истины. Я не отталкиваюсь от своих чувств. И потом, 4-я важная вещь. Я следую не за чувствами.
Не то, что я переживаю, не то, что я внутри себя надумал, а то, что говорит Писание. Знаете, когда я исцелился, я помню этот момент, когда человек один меня спрашивал: слушай, когда ты поднялся, у тебя был поломан позвоночник, буквально 10 дней назад ты поломал позвоночник в 3 местах. Вот когда ты встал, ты чувствовал, что у тебя все исцелилось? Я ему тогда сказал, я думаю, это были потрясающие слова, я ему сказал: слушай, все, что я чувствовал, что у меня там все болит, но я встал. Вера – это когда ты опираешься не на то, что у тебя защемило, болит, все плохо, все будет дальше только хуже. Вера – это когда ты не полагаешься на свои ощущения, на свои впечатления, когда ты говоришь: так сказал Господь, и я буду в этом двигаться. Аминь. Аминь.